Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодняшняя передача посвящается народному артисту Кыргызской республики Сарбагишеву Урану Атунчиевичу. Мы покажем его линию жизни от самого начала и до конца. К сожалению, эту программу мы снимали незадолго до его ухода из жизни. Он ушел, но мы никогда не забудем эту личность, этого артиста, балетмейстера и просто человека, который оставил огромный след в истории балета. Уран Сарбагишев родился и рос в семье творческих людей. Его мать была актрисой драматического театра, а отец Отунчу Сарбагишев был актером, режиссером, драматургом и либретистом. Первое знакомство с искусством балета это было в 7 лет. Педагог Марина Борисовна Страхова была эвакуирована с Ленинграда во время войны. Она здесь создала студию балета. И мама моя привела на студию, я ей понравился и начал заниматься. Блокада, когда завершилась, Марина Борисовна уехала в Ленинград. Студия распалась. И вновь наше правительство начало собирать детей для отправки в город Ленинград на учебу. И поскольку Страхова Марина Борисовна во время блокады Ленинграда была в Киргизии, ее направили набрать детей. И она сразу спросила, а где этот мальчишка Уран Сарбагишев? Меня привели, говорит, поедешь? Поеду. И в 1947 году группа наших киргизских детей уехала в Ленинград учиться в Ленинградское хореографическое училище. И учился до 1955 года. По возвращению на родину он начал работать в театре, где ему почти сразу доверили исполнять сольные партии в балетных спектаклях. Сам он был танцовщиком великолепным, то есть я его знал как в классическом репертуаре, это принцы, в национальном репертуаре, это, конечно, балет Анар Чолпон. В балете Анария Бибисара Бишиналиева исполнял ее партнера Хадыра, а в Чолпоне Нурдина. Вот это значительная первая моя роль. Судьба сводит двух прекрасных танцоров Урана Сарбагишева и Бибисару Бишиналиеву в одном времени. В течение 18 лет они являются партнерами, исполняющие ведущие партии в классических и национальных балетах. Бибисара Бишиналиева, она была работяга. Понимаете, она меня приучила в балетном зале работать по 2,5-3 часа. Но я-то, в принципе, так и не привык работать, понимаешь, поработал. Но она заставляла все время поднимать. Какие-то были споры, я уже не хотел поднимать. Еще раз, еще раз, еще раз, еще раз. Я говорю, сколько можно? В 1958 году, во время проведения декады кыргызской литературы и искусства в городе Москве, на суд зрителям был представлен балет Анар и Чолпон, который впоследствии получил ошеломляющий успех. Зал рукоплещет молодым солистам киргизского балета. А исполнительница роли Айдай, народная артистка Советского Союза Бибисара Бишиналиева, давно знакома московским зрителям. В 1958 году Ленфильм снимает фильм «Балет Чолпон». После его экранизации он был закуплен 104 странами мира.
Да, 18 лет я с ней протанцевал. Ну почему? Я и танцевал это с Леней Чокоевой очень много, со Светланой Молдобасановой и это Асия Баетова. Даже пришлось мне в нескольких партиях выступить партнером Айсулу Такамбаевой, совсем юной. Мы с ним вместе получили первые свои награды, это знак почета на декаде. Как танцовщик был очень хорошим. У него и чисто профессионально и прыжок был, заноски хорошие были, хорошо был выучен. Вот, партнером был удобно. Мы часто с ним ездили на гастроли. Самые большие гастроли у нас такие были. Это фестиваль в Гаване, всемирный фестиваль был на Кубу. Вот мы летели 14 часов беспосадочно. Вообще такая, так сказать, атмосфера была очень интересная. Там труппа была великолепная. Личный доктор Фидель Кастро нас принимал. Потом нас после спектакля мы с ним танцевали, значит, Жизель. Последний у нас спектакль был, и дважды Шампиньяну, и по Дюдё. Что же его отличало от всех остальных талантливых артистов? Это яркая мужественность, героическая танцевальная манера, широта пластики и волевой напор, умение создать глубокий психологический образ посредством танца по праву выдвинули Урана Сарбагишева в ряды лучших мастеров балета. Я очень и танцуя, и будучи главным балетмейстером, незаметно прошла это мой уход со сцены как танцовщика. Больше заинтересовала балетмейстерская деятельность. И вот балетмейстерская деятельность взяла вверх, и исполнительская деятельность осталась на втором плане. Его дебют как балетмейстер состоялся в 1967 году. Он поставил великолепную композицию «В горах Алатау». Моя творческая жизнь началась именно с того момента, когда Уран Тунчевич стал главным балетмейстером нашего театра. Это было в 1966 году. Как раз наша республика праздновала 40-летие. И в тот момент ему было поручено поставить танец в горах Алатау для правительственного концерта. И вот мы тогда, выпускники хореографического училища Чинара Таласбаева, Медина Токтамушева, Рызбек Ирсалиев, участвовали вот в этом танце, еще будучи совсем молодыми. И тут буквально в октябре 1967 года он поставил балет «Осель» на музыку Власова по произведению Чингиса Рикулыча Айтматова «Тополяку в красной косынке». И тут, значит, в этом спектакле раскрылся его хореографический дар балетмейстера-постановщика. Ну так подумал, что я хуже не поставлю действующих балетмейстеров. И взялся, ну и получилось. И поехали, все. И уже до конца своей творческой деятельности, 36 лет я был в должности главного балетмейстера. Его раскрытие его таланта, взлет его таланта. Тогда уже о Сарбагишеве как хореографе уже говорили в Советском Союзе. Такое всесоюзное признание, всемирное признание, значит, Сарбагишев получил, когда он поставил балет «Ораторий Материнское поле». И было предложено, надо что-то новое создать. Либретто поручили Ахумбаеву и Баилинову. А мы с Калаем и так постановщики. И у нас поехала работа. Стоп, стоп, стоп! Ребята, вот здесь обязательно надо будет поднять подъем и высокие полупальцы. А здесь как можно ниже. Ниже и синкопа. И раз. Приготовились? Можно с этого момента. Шагов. Можно. И полупальцы. Он мне сначала предлагал партию «Алиман». Ну,
я отказалась, потому что я считала, что я, в общем-то, уже в возрасте, и что для меня лучше, конечно, такую партию, как Толганай. Вот. И я потом танцевала, в общем, эту партию. Для всех нас, конечно, было очень радостно, что все-таки выдвинули на государственную премию, что это было очень приятно. Это для вообще искусства Киргизии это был какой-то такой переломный момент, что ли, что все-таки оценили. Ну, балет «Спартак» — это любимый балет всех балетмейстеров. Это моя вторая постановка в 1969 году и любимый балет всех танцовщиков. Балет «Спартак», ну, я работал с азартом, тем более мы же все были увлечены романом Джованоли «Спартак», и мы видели это в Мариинском театре в Ленинграде. Очень вдохновенно работали. Куручук, ведь мне предложили, Малдабасан предложил, давайте поставим Куручук. Куручук претерпел 2 редакции. Там это первую редакцию Тугелов поставил, вторую редакцию Аваляне, все это. Он не удерживался на сцене. И либретто в моей редакции либретто, и за Куручук я взялся. И поставил, вроде удачно. «Томирис» — это один из любимых моих спектаклей. Это 6-й. Я очень люблю историю. Это 6 век до нашей эры. Борьба сакской царицы за свою независимость с великим царем Ахаменидского государства Киром II. Вот эта тема меня увлекла. Очень интересная интрига этого балета. Допустим, муж Томирис погибает в сражении с Киром. Сын, любимый, единственный, попадает в плен к Киру. Кир предлагает корону Ахаменидского государства, чтобы она дала согласие быть царицей Ахаменидского. Я, говорю, тогда возвращаю тебе сына. Она не согласна и идет походом на Кира. Томирис вызывает на поединок Кира и побеждает. Ну, так далее я буду перечислять. Это балет «Бессмертие», посвященный Чолпонбаю Тулибердиеву, герою Советского Союза, балет «Прометей», «Куручук», «Материнское поле», «Томирис», «Бастилия» по повести, по роману Виктора Гюго, 93-й год, «Сказ о Манкурте»,
по повести Чингиза Айтматова «И дольше века длится день», «1001 ночь» и многие другие. И мои постановки шли, значит, в Алмата, балет «Чолпон», в Душанбе, балет «Макбет», в Ташкенте балет «Поклонись солнцу», в Челябинске «Спартак», в Казани «Осель» и в Днепропетровске «Материнское поле». Его бытность, балетная труппа, я спокойненько могу сказать, что являлась одной из лучших в Центральной и Средней Азии. Жизнь прям кипела. И вот это его свойство, конечно, как руководителя, сыграло очень большую роль. Вот к нему как-то все тянулись. Он, как постановщик, обладает очень большим режиссерским талантом, потому что он много читал именно исторической литературы, много изучал философской литературы, и поэтому вот это у него режиссерское оформление своих спектаклей стоит на высоком уровне. У меня об Уране Отунчевиче, конечно, самые теплые воспоминания о нашей совместной работе, потому что по своей природе он человек немногословный, довольно-таки в работе жесткий. Были очень такие моменты, когда я уставшая, прямо у меня губы синели, сама я белела как стенка, а он продолжал: давай еще раз, еще раз. Один раз я уже так села и говорю: ну не могу я больше, ну в конце концов, сколько вы можете эксплуатировать меня? А он сказал: ну ты же сама выбрала эту профессию, если хочешь танцевать, работай. Уран Отунчевич мне уже поручил такие очень ответственные партии в своих спектаклях: «Материнское поле», «Макбет». И буквально уже вот к 1984 году к гастролям в Москве, отчетным тогда, наша каждая республика раньше давала отчетные, он мне поручил главную партию, одну из главных партий в спектакле «Макбет». Именно вот мы так раз танцевали в Большом театре. Вот эти гастроли 1984 года нашего театра в Москве на сцене Большого театра почти месяц, это, конечно, эпохальное явление. Вот я хочу просто сказать, что тогда мы показали 7 балетов. Это, конечно, балет ораторий «Материнское поле», постановки Сарбагишева, балет «Макбет». Он был первый постановщик этого балета. Первая работа – это балет «Сказки Венского леса», где я исполнила партию Анны, жены великого композитора Иоганна Штрауса. И, конечно, в первую очередь с первой репетиции с Ураном Отунчевичем я поняла, что от меня требуется максимальной собранности, внимания. Именно в балете «Осель» потребовалась вот этой вот физической выносливости, так как все герои этого спектакля в течение 40 минут находятся на сцене, и нету никакого, никакой минуты отдыха за кулисами. И именно в этом спектакле получилось так, что надо было показать выносливость всех героев этого спектакля.
На материнское поле по одноименной повести Чингиза Айтматова. Я считаю этот спектакль для меня очень значимый, так как совпало первое мое выступление, премьера этого балета, совпало в канун дня рождения Чингиза Тюркуловича Айтматова. И в дань памяти мы исполнили этот спектакль. И, конечно, было очень волнительно, но перед спектаклем, перед премьерой, Уран Отунчиевич за кулисами ко мне подошел и с каким-то юмором, чтобы меня подбодрить, наверное, сказал, что все героини этого спектакля получали награды. И, конечно, это для меня большой стимул, и было какой-то подъем, чтобы выйти на сцену и показать образ этой героини. Находясь на заслуженной пенсии, Уран Отунчиевич все равно жил и дышал театром. За последние годы он очень мечтал возобновить постановку балета «Томирис». Шла по коридору и встретила Урана Отунчиевича, и он мне сказал: «Аселя, ты станцевала мои балеты», и перечислял «Сказки Донского леса», «Материнское поле», «Осель», «Спартак». И, конечно, говорит, я тебе желаю, чтобы ты станцевала еще балет «Томирис». И этот балет, конечно, очень хочется, чтобы был в нашем репертуаре. Не отрывался никогда от Киргизии, всегда жил здесь. И даже когда приезжали такие великие хореографы, как Игорь Александрович Моисеев и, скажем, Владимир Александрович Марковицкий, это уникальное явление, то они всегда приглашали его в качестве ассистента балетмейстера. Поэтому Уран учился сам, учил других, и у него огромное количество воспитанников. В моей памяти очень хорошо запомнился тот день, когда Уран Отунчиевич пригласил нашу съемочную группу на свою загородную дачу. Это был очень теплый, светлый, солнечный сентябрьский день. Какая была радужная встреча и интересная беседа в саду. Мы очутились в райском уголке. Впрочем, сейчас вы все увидите сами. Если бы вам позволили прожить жизнь с самого начала, что бы вы в ней изменили? Я бы что бы изменил бы? Не стал бы курить. Да. Не взял бы сигарету в руки. Вот это изменил. А так все прожил бы так же. Так же прожил бы. Так всю жизнь я это прожил очень насыщенно. 20 лет протанцевал. 36 лет главный балетмейстер, ставил спектакли без конца. Алмата, Душанбе, Ташкент, Днепропетровск, Казань, Челябинск. Очень много было контрактов. Но, к сожалению, союз распался, и все контракты полетели. Жалеете ли вы о том, что вот распался союз? И вообще, о чем вы жалеете в этой жизни? Ну, жалеют, в принципе-то жалеют то, что, это союз распался, это общее государство. Я жалею о том, что вот теперешнее руководство, в общем-то, смотрит сквозь пальцы на наше балетное искусство, оперное искусство, на симфоническую музыку как-то. Они больше народники. Народник – это хорошо.
Это нужно, но основа культуры вообще нации, конечно, это классическая музыка. Мало внимания, допустим, на то, чтобы композиторы писали музыку. Допустим, это советское время, ведь Министерство культуры, правительство заставляло, обязывало написать музыку. Вот, допустим, это, в принципе, материнское поле обязали нас, чтобы мы создали. Ну вот, о чем жалеть? Ну, просто хочется, чтобы все-таки, самое главное, страна и экономически, и политически стабилизировалась. Это самое главное. Когда стабилизируется, пойдет движение вперед. Тогда будем считать, что эпоха Возрождения войдет. В вашем семейном кругу только вы занимаетесь творчеством или кого-то еще вы подготавливаете? Нет. Творчеством в семейном кругу никто не занимается, но жена человек творческий. Жена является ассистентом главного режиссера. А уже это сын, внуки нет. И вы не хотели бы их посвятить туда? Да не хотел бы. Потому что всю жизнь жить на зарплате, на бюджете, на шее государства. И все время что-то просить не хочется. Ведь вы являетесь элитой Кыргызстана. Вы всегда крутились в этих кругах. И у вас очень много друзей, именно творческих людей. Кого больше всего вы бы хотели отметить как личность, как самого выдающегося? Ну, я ведь Ленинградское училище заканчивал. Ну, все это, мое поколение, всех я знаю. Григоровичу мы общались очень хорошо. Но самые теплые отношения у нас были с Игорем Александровичем Моисеевым. Потому что он, когда приехал сюда, ведь он очень большой любитель шахмат. И у нас совпало, и я любитель шахмат. И мы встретились на Иссык-Куле за шахматной доской. И он видит, что это балетмейстер играет в шахматы. Он ко мне отнесся так благожелательно. И мы с ним на этой почве так он ко мне относился очень хорошо. И приятное воспоминание, приятная встреча. И он вообще считает, Моисеев, это не балетмейстер, который не умеет играть в шахматы. Потому что шахматы – это логическое мышление. Шахматы – это логическое мышление. Я не хочу сказать, что я хорошо играю, но я очень люблю играть в шахматы. Талантливый человек, талантлив во всем. Уран Атунчиевич решил поделиться сегодня еще одним своим талантом, показать, что у него есть еще и кулинарное искусство. Да. А есть какой-нибудь секрет, как вы вкусно готовите? Да нет, никакого секрета нет. У меня это просто фарш подготавливают, а потом расставляют. И это... А я вот так помогаю, когда уже готово, все сделают. Я так. Какое-нибудь особое название этого шашлыка есть? Этот шашлык называется сарбагишевский, урановские шашлыки. Это исторический момент будет, как Уран Атунчиевич готовит для нашей съемочной группы специальный Шашлык. урановский сарбагишевский Шашлыки. Из чего состоит мясо чье? Мясо говядина. Думаю, будет очень вкусно. Сейчас попробуем. Не сгорит, уже хватит, наверное, а? Он подгорает, он, по-моему. И в завершении нашей программы предлагаю послушать последние пожелания Урана Сарбагишева. Классика не умирает, классика будет жить. Классика будет жить, значит, и будет и на этой классике расти молодежь. Деньги будут отпускаться, будут ставить новые балеты, оперы, и найдутся балетмейстеры. Найдутся.
Не может этого быть.